Зимой лучше, чтобы в избушке была железная печка. Он быстро нагревается. Кирпичная пока затопишь, будет греться, только время потеряешь. Надо что-то для придумать. Лучше, чтобы железная печка для зимы была. Сейчас затопим, веселее будет. Смолистая сосна. О, жар быстро даст. Сейчас затопим. Сегодня на улице, в принципе, тепло. Не знаю, не посмотрел, сколько градусов было там. Дым пошел не в трубу, а в избу. Тяги-то и нету пока. Не идет. Сейчас пойдет. Сейчас тяга тоже будет. Сейчас заебись. Дым пошел уже. Дым виден. Все, тяга пошла. Снега мало еще пока для бурана. Это самое то. Осенью на охоте был, сейчас вот выехал. Да и то без приключений не получилось. Что-то у меня как-то, как будто один цилиндр не работал. В свете проверял, искра есть. А оказывается там, хорошо, друг подсказал мне. Такая пенюшка. Вот, двигатель тут, карбюратор, Микуни. Не знаю, какая хуйня там. И вот, короче, тут так. Ага. Вот колпачок. А на колпачке какая-то железная защита стоит, заводская. И как-то он на массу идет. Ток. Из-за этого у меня буран как будто не работает. Ну, перебои и даже глох. И вот мне заранее уже как-то поговорили с другом. Был разговор, что может быть причина даже в том, что через этот жесть колпачке на колпачке ток идет на массу. И вот попробовал, выкинул этот жесть с обеих колпачков. С обоих или с обеих. И доехали. Не знаю потом, как дальше будет работать. Так, ладно, печка горит, все горит. Вон лес какой сейчас. Сосна это уже высохшая. Свалить надо как-то думать. Как бы свалить. Здесь дрова, блин, больше куба, наверное. Очень толстая сосна. Ветер немножко есть. Ветер дует. Ну что, в принципе, то же самое, что и осенью, только вот снег. Перекурим, отдохнем и сходим в лес. Просто прогулка. Даже ружье, наверное, не буду брать. Все равно никого не видим, никого нету. Сколько охотников ходят. Все говорят, что лес пустой, вообще ничего нету, боровой. Не знаю, куда делась. Не знаю, в каких краях он. Непонятно. Одно радует, что вот весна, там утки еще более-менее что-то, может, постреляешь. И что? Нихуя больше нету ничего, чтобы подстрелить. Раньше так придешь. Вот на этих соснах, как виноград, косачей было. Особенно в том углу. Не знаю, что там почки какие-то особые, но для них что-то нравилось. Штук 100-150 их сидят. Вообще интересно было. Ходишь.
Не можешь подстрелить. Близко не подпускают. Ну, было за кем гоняться. А сейчас, блядь, как... Я не знаю, как объяснить. Да и хуй с ним, не буду объяснять. Что я буду объяснять? Все знают, что творится сейчас в природе. Как ни странно, шум стоит в избе. Вон какая тяга сегодня, интересно. Но тяга есть. Я думал, вся изба выйдет в дыму. Печка-то холодная, но есть тяга, нормально тянет. Осенью здесь немножко подремонтировал. Ни хрена не видно, здесь темно. Тут закуска, перекус. Так, батон привязан. Макароны с тушенкой. Термос. Ну, все есть. Немножко подкрепиться, да, сходить. Жалко темно, вот только. Снимать. Вообще иду воду добывать. Взял чайник. Сейчас. Вон речка тут. Вот речка. Страшновато, однако. Страшновато. Если... Так. Смотрим, что тут. Опа! Видел, что творится? Ёб твою мать. Так и блюхнуться можно, нах. Совсем открыто, оказывается. Нифига себе. Я думал, тут вода на льду. Оказывается, возле берега там совсем открыто. Вон. Нифига себе, бля. Да, точно открыто все. Ёб твою. Я хотел вообще на рыбалке посидеть с удочкой. А тут что творится-то, интересно? Почему так открыто? Так. Это уже становится... Да, точно. Вон. Все открыто. Какой-то двойной лед уже тут. Что за хуйня? Интересно, почему так? И надо хоть полчайника воды набрать. Чай может попить. Что, в принципе, в термосе есть, но все равно печку затопили пусть. Так. Фу. Ага. Главное, чтобы не искупаться с утра. Все, ништяк. Воду мы набрали. Фу. Блин, так обломывает меня. С рыбалкой этот лед. На рыбалку-то хочется. Но ниже по течению там более мелко. Там попробовать. Вот где я еще ловил, где там. Так, все, обратно поднимаемся. Воду набрали. Люблю сладкий чай. Песок грамм 300 положишь на эту кружку и заебись. И становится веселее. Один без бушка. Не с кем разговаривать. Собака дома. Собака, все, сезон тоже у него закончится. Лафа у собаки это осенью.
рыбаками, на охоту. Все время с ней. Летом тоже. А зимой куда? Бурана боится тоже. Сколько собак держу. Техники почему-то боятся. На машину не сядут. На буран. Угу. Ништяк. Мы рыбу кушаем печорским рассолом. Лично мне нравится печорский рассол. Раньше много ели рыбу. Сейчас начали пугать, что рыба, как сказать, болеет. Глисты у них. Кушать нельзя. Раньше все ели. Все было можно. Сейчас только ешь бич-пакет. Он полезный. И мне нравится народ. Не понимаю. Вода отличается. Отличается вода. Не знаю. Не знаю, видно, нет. Блин. Вон здесь кровь на потолке. Вон. Это мыши тут, блядь, друг друга наели. Тоже не видно. Как же. Вот, короче. Мыши. В одно время их много здесь было. Аж по этим картонкой я обшил потолок. И там промежуток какой-то вот щели получается между потолком и картонкой. И там бегали, тоже визжали. Ну видишь, голодный год, наверное, был. Здесь никого, людей нету. И они друг друга ели аж. Видно, кровь вон. Тут и здесь уж сколько вон. Тут. Я так думаю. Может, я ошибаюсь, конечно. Но вряд ли. Это 100% кровь. Мыши тут друг друга кушали. Сейчас печку еще добавить. Сейчас березу закинем туда. Ой, на улице ничего не видно. О, как красиво. Зима. Вот речка еще. Немножко там дырка есть. Открыто. Я хотел на том берегу порыбачить, но что-то страшновато там по льду ходить. Наверное, не буду еще туда идти. Не, лучше не будем туда ходить. Вот тут старая бураница ездят. Эта дорога поднимается до... Короче, хуй я знаю до куда. Я не могу точно и сказать, но очень далеко. Иду без ружья так просто походить. Там еще все открыто, оказывается. Течение большое, видимо, там. Из-за этого и открыто. Там на повороте рано тоже. Здесь недалеко от избушки там лисицы бегали. А возле деревни совсем рядом ночью, наверное, ходили лисы. Там
этот хоздвор есть. Там все еще открыто. Видел? Там течение большое, мелководье там. Все открыто. Он на том берегу хотел. Возле берега там яма есть хорошая. Течения нету, может быть там и рыбу. Может там и рыба стоит. В прошлом году здесь норку видел. Бежал возле берега там. Следов вон на том берегу приблизить, конечно, не смогу, но видно, что там или норка, или выдра, кто-то возле речки ходит по льду возле берега. Следы есть. Но это круглый год тут бегают эти норки, выдры. Для них тоже, наверное, запрет идет, может, и из-за этого охотники не ловят у нас. Бобры появились. Раньше вроде и так много их не было, а сейчас бывает, что вот рассказывают мужики, что видели. Да, это хорошо, что хоть что-то еще можно увидеть в лесу. Я, наверное, туда залезу, посмотрю, там что творится. По дороге хули ходить. Надо в тайгу залезть. На лыжах. Лыжи самодельные. Тоже сам делал. Может, след какой увидим. Зайчишка пробежит или еще кто. Пару часов, пару часиков прогулку сделаем и обратно домой поедем. Еще попытаемся где-нибудь порыбачить. Так. Уже сколько там? Октября. Да, где-то оно уже. Да, месяц получается в лесу не был. Ровно месяц. Ну, здесь одни пихты, елки, березы, обычный лес. Здесь раньше тоже промысловые участки были. Сейчас уже еще раз заброшено. А зайчишек-то и нет. Нету их нету. Погода теплая, из-за этого не может. Если и есть одиночки, сидят, но не дергаются. Пока лиса на пятки не наступит им. Так, ладно. Иду, не могу нарадоваться. Так приятно на улице сегодня. Воздух такой. Свежий. Да. Здесь вот ора или как там. Ну, короче, следы. Не проваливаешься. Идешь. Тишина кругом. Вообще кайф. Да. Вон дятел долбит. Ищет себе пропитание. И целыми днями так. Долбит и долбит. Ветерок. Вон солнце уже выходит. Давление повышается, видимо. Прохладно становится. Вон. Уже сколько надолбил там. Вон сверху, если посмотреть на дерево, все уже кожура от дерева. Кожура от дерева уже все. Что он там ищет? Пучей, короче. Насекомых, наверное, каких-то ищет.
хоть бы, ну, за час ходьбы по лесу вон увидели следы белки, свежие еще. Сегодня он пробежал. И там еще старые, вчерашние, наверное, или может быть позавчерашние. Видимо, он здесь рядом где-то и живет. Бегает туда-сюда. Ну, наконец-то, вон, следы куницы. Это уже, там я круг сделал, не было следов. Наверное, где-то здесь дупло у него. Куда-то он спустился. Оттуда. Здесь недалеко, буквально 20 метров оттуда же. Можно, в принципе, посмотреть для интереса. Куда он пришел-то? Самому интересно. Почему я не увидел эти следы, если я там шел, оттуда? Громко, однако, в лесу ходить. Какой шум. Вон оттуда. Сейчас, ну-ка посмотрим. Блин, я моя. Что-то я не понял. Куда эти следы-то пришли? Я там переходил. Это он в мою сторону идет. Откуда я шел? Оказывается, я перепутал следы. Я думал, что все. Интересно. Куда эти следы поведут? Может, его увидим? Где он? Так. Блин, первый раз так. Что-то непонятный след какой-то. Так, где-то я здесь. Вот моя лыжня. Что-то я не заметил. Да. Ну-ка по-новому сейчас пройду. Почему я где не заметил эти следы, интересно. Вот моя лыжня. Так, вон следы. Вон следы. Там идет, дальше идет. Так. Второй круг уже делаю. Угу. Это из-за того, что я невнимательный. Так. Вот. Параллельно моему. Вот он переход-то. Вон. Из-за этого как-то я не заметил. Вот след. И пришел он с правой стороны. В ту сторону пошел. Куда я сейчас буду идти? Точно? Ночью или вчера. Вечером, не, ночью или рано утром, наверное, как-то котяра прошел. Угу. Ладно, пойдем дальше. Второй круг, вон. Здесь ведь прошел, не заметил. Блин. Да. Так, идем дальше. Он тут что-то здесь он копал. Он свалилось дерево под деревом, что-то искал, наверное, мышей.
Или что там еще кроме мышей может быть. Да ничего. Вот мышей ищет он. И туда дальше побежал. По пути, может, в сторону избы идет. А вон там следы выдры, что я дальше показывал. Вот там кружочек маленький сделал. Это буквально 300 метров, не больше. Ну сейчас уже в сторону избы иду. Тут делать нечего, просто прогулка сегодня. Без ружья, без ничего. Вот. Все проясняется. Вон солнце, отражение солнца видно. Сейчас пойдем дальше. Тут недалеко озеро. Возле озера потом пойдем. Там, наверное, тоже выдры следы может быть. А зайцев нету. Нету и нету. Ни одного зайчишка. Не знаю, куда они подевались. Он в ту сторону побежал. Чего? Еще встретимся. Может, встретимся еще. Вон там я переход делал. Недалеко. Круг такой сделал. Ну все, мы уже возле избушки. Ух, отбранится. Прогулка, можно сказать, удалась. Прошли несколько километров, видели следы, надышались воздухом свежим. Все. Вон солнце уже. Солнце видно. Снегу маловато. Если дальше отходить, не замерзли еще лужи. И на лыжах тоже вот проваливаешься. Ни пешком, ни на лыжах. Мыши тут бегали. Здесь и лису можно встретить. Там тоже какая-то лунга. Не знаю от чего. Или лисы там бегали. Не знаю. Нахожусь на реке. Вон как дошли до льда. Вода, видимо, прибывает. Там проваливаешься, но спасибо, что мелко. Все во льду, но как-то обманчиво. Не знаю. Идти бы до этой березы, вон, на льду. Там яма хорошая, глубокая. И здесь он. Кругом здесь глубокое течение, там опасно. Туда не будем идти. Пойдем потихоньку туда. Здесь вот дырку сделали сантиметров 7, наверное, 10 лед. А там вообще ничего нету, льда. Вот следы свежие. Свежие следы выдры. Пробежала по течению вон туда куда-то. Там, наверное, открыто где-то место. Они все равно находят, куда залезть. Да и речки там везде кругом еще открыто. Вон следы. Вон какие. Где-то сюда до следующего следа полметра такие прыжки он делает. Но не очень маленький. Средних размеров, наверное. Ровно так следы идут. Уже забурился. Там пробовал. Вон ящик. Возле березы. И здесь вот. Лед здесь черный. И сантиметров 5 только толщина. Опасно ходить. Хотел выше подняться, но никак. Лед еще тонкий. Приманка тут. Удочка. Бесполезно сижу. Уже поднадоело. Наверное, сматывать удочки и поехать. Рыба не клюет, как всегда. Да, хотел на тот берег перейти. Что-то боязно. Здесь вот лед белый. Здесь удочка у меня тут тоже. И
хуя. Там пробовал балансиром возле березы, а тут уже лед черный. Вот здесь белый, вот, белый лед. Там уже порог, уже черный. Здесь, видимо, течение бьет. Вон там омут большой, ну, как сказать, поворот, короче, глубокий. А здесь уже вода поменьше, ну, здесь уже место не глубокое и течение больше, видимо, тут. И как назло снегом все закрыло. Нет, рисковать не буду. Так, ладно, то там еще страшнее, там вообще течение большое пониже. Если только на буране поворот спуститься по берегу там, по дороге и в новом месте попробовать это. Толку, наверное, вижу. Просто не знаю, где ловить. Вот проблема. Здесь течение глубоко. А надо такое вот место, как Курья, без течения, чтобы было. Но здесь, в принципе, тоже вот место такое хорошее. Здесь омут такой глубокий, метров 3, наверное, глубина. Даже ерши не беспокоят. Нифига нету. Место тут красивое, интересное. Вон как все красиво. Березы тут, елки. Пойдем обратно к бурану. Если можно еще на озеро сходить какое-нибудь. Там попробовать. Синицы откуда-то появились. Пару штук, наверное. Вот. Пришли наконец. Вот наш буран. Терпеливо ждет. Сани. Вот как. Поедем, наверное, вон туда. Дальше еще съездим. По дороге. Нахожусь на озере. Пробовал. Просверлил тут десяток лунок. Ни одной поклевки. Везде какие-то вешки тут стоят. Здесь уже рыбаки были. Не знаю, там ловилось, нет. Я уж собираюсь. Рыбалка не удалась. Ни на речке, ни на озере. Озеро не очень большое. Но здесь все равно рыба есть. И зимой здесь на озеро здесь ручей впадает. С озера тоже ручей течет на речку. Рыба, в принципе, здесь должна быть, но не клюет. Вот как со стороны смотрится озеро. Здесь на горке я стою, вот. Везде вешки какие-то. Все натоптано. Рыбачили, наверное, не один день здесь. Вот такой поворот. Озеро такое. Вечереет. Поедем обратно домой. И вот от берега, возле берега такие, получается, хуй его знает, куча вещей. Вот уродский телефон. Короче, сажей быстро забьется. В печке все дыры забьются. Хуй таяга пукта. Вода тоже вот блять. Отличается, короче.